Всем привет! Привет, привет! Так, будем ждать, пока все зайдут. Буду рада видеть всех гостей у себя. Проходите, устраивайтесь поудобнее. Первый человек пошел. Привет! Сегодня буду проводить эфир на русском языке, чтобы было всем понятно. Привет, машут. Всем привет! Давайте еще подождем всех, да? Чтобы все зашли. Особенно моя команда. Ой, мне теперь придется вот так все время смотреть, потому что телефон мой я установила горизонтально. Я что-то его не смогла вертикально установить. Привет, Шолпан. Так, буду проводить сегодня прямой эфир на русском, чтобы было всем понятно. Динара, привет. Потому что речь сегодня будет идти о самом таком, о чем мы любим разговаривать часами. О парфюмах. Нургуль, привет! Мой будущий директор из города Астана. Привет! Динара, привет! Ой, всех приветствую. Ну, мы каждый день друг друга, да, приветствуем в чате. Пускай сегодня все заходят. Всем привет! Еще, давайте подождем. Сегодня будем разговаривать о парфюмах, потому что очень много в наших чатах спрашивают о парфюмах, спрашивают, что же мы можем порекомендовать, хотя парфюм это дело индивидуальное, потому что то, что нравится мне, возможно, не будет нравиться вам. Ну, по всяким, да, параметрам, там по возрасту не подойдет, или там... Это же чисто индивидуально все. Мне, допустим, нравится холодный или свежий, а вам нравится какой-нибудь сладкий. Или наоборот. Так, Кишарк Сандуашапай, Кишарак. Всем привет, привет. Орша бәріміз түсінеміз ба? Все умеем говорить и понимаем на русском, девочки? Хотя мне, вот, честно говоря, мне легче говорить на, конечно же, своем родном языке, на казахском. Но мы же такие универсалы. Мы же пытаемся быть все лучше и лучше. Честно говоря, я вообще в душе, не то что в душе, а вообще я перфекционист, и я от этого чуть-чуть страдаю. Поэтому я всегда вам в чате пишу и говорю, что не будьте перфекционистами. Это когда ты стремишься к идеалу, и если у тебя не идеально, то это прям вообще страшно, и лучше не выходить, лучше не разговаривать. Вот не будьте такими, потому что вам нужно учиться на ошибках, и вообще учиться на ошибках это нормально. То есть ошибаться это нормально. Я имею в виду ошибаться в чем? Ну, провели вы прямой эфир, у вас не прям так идеально, но чтобы проводить прямые эфиры, допустим, идеально или рассказывать презентацию идеально, нужно начать с неидеального. Конечно, понимаем. Салимицви. Ну, все супер. Фатима, привет. Шолпан, директор в нашей компании BIC. Сабира, вижу, наши все девочки. Теперь давайте начнем. Сегодня будем говорить о самом-самом таком животрепещущем. Каждая женщина, когда регистрируется в компанию, в любую, неважно в какую, то сразу же обращает внимание на парфюмы. Ей хочется, естественно, купить себе хороший, качественный парфюм, красивый, такой, который, ну, нигде такого нет, вот только будет у нее. И такие парфюмы, я хочу сказать, вы можете найти в нашей компании BIC. Я работала в других компаниях, и, честно говоря, в других компаниях я не встретила себе ни одного парфюма, который бы я купила, пользовалась с радостью, гордилась им
и рекомендовала другим. Вот, к счастью, в компании BIC я нашла такой парфюм, и мне, честно говоря, нравятся многие из них. И я действительно могу порекомендовать своим окружающим, и мне не будет ни капельки за это там стыдно, или где-то меня будет коробить, что я порекомендовала, а мне же самой не нравится. Нет, нисколечко, потому что, во-первых, наша продукция, она, вот, смотрите, парфюмы от компании BIC. Наши парфюмы, они натуральные, то есть они органические. В их составе нет никаких опасных ингредиентов. Например, такого ингредиента, как, сейчас скажу, фталат. Что такое фталат? Это опасный такой ингредиент, который добавляется во многие парфюмы, даже те, которые вы встречаете в дорогих магазинах, в которые вы бежите, или я бегала раньше и покупала только в этом магазине, и думала, вот если я там куплю, то все, там продается самое лучшее. Ну, не буду называть, да, этот магазин. И оказывается, я ошибалась. Оказывается, есть такой опасный ингредиент, как фталат, который добавляется вот практически во все брендовые даже парфюмы. Ну, где-то больше, где-то меньше, но все-таки они есть. И они, допустим, вот мы их вот за, допустим, мочкой уха, да, распыляем, потом вот где вот изгиб, да, локтей, туда распыляем. И что хочу сказать, вот наша кожа это большой орган, и он впитывает это все, и это ведет к образованию там каких-то раковых опухолей, да, и так далее и тому подобное. Ну, не буду о негативном, но есть такой факт. В наших парфюмах от компании BIC, то есть вы можете смело его купить и не опасаться за свое здоровье. Вы его можете пшикать, мазать сколько хотите раз в день и быть спокойными за свое здоровье. Даже на упаковках, вот где-то у меня у Эспириде, да, у Эспириде было написано, что 100% натуральный. 100% натуральный. Смотрите, Эспириде, я вот до половинки он у меня закончился, еще есть половинка, потому что я прям активно им пользовалась. Ну, давайте с него начну. Что написано про Эспириде? Что написано про Эспириде от производителя? Предайтесь нежности. Вот честно, вот, знаете, сразу скажу, я вот не такой рассказчик, красивый рассказчик парфюмов. Тем более я казахоязычный человек. И если что-то где-то какие-то погрешности будут, пожалуйста, вы меня извиняйте и делайте скидку на то, что я все-таки не такой прям супер носитель языка. Ладно? Но я постараюсь все красиво передать. Смотрите, Эспириде. Здесь 30 миллилитров. Хочу, что... Давайте сначала с упаковки начну, да? Естественно, он был в картонной, ну, не в такой вот длинненькой, а в своей, в картонной был упаковке. Запакован он был очень грамотно. Там была полиэтиленовая пленка, которая, естественно, берется за один кончик, да, и красиво открывается. То есть он упакован был очень качественно. Далее, что хочу сказать. Здесь нет никаких пузырьков, осадков на дне. Он очень устойчивый и очень красиво будет смотреться на вашем туалетном столике. Посмотрите, какая прелесть, какая крышечка розовая. И розовая она не такая кричащая, она матово-розовая и очень благородного такого розового красивого оттенка. Далее, с одной стороны, здесь нарисованы сердечки. Тоже очень привлекает. Взгляд прям сразу падает на этот флакончик. И с одной стороны, здесь написано Эспириде. И еще очень радует, когда ты видишь, что там написано 100% натурель. То есть это, понимаете, это в помощь нашему бизнесу. Мы можем
эту фишку очень хорошо подчеркивать, что наши парфюмы, они безопасные. И это очень важно, потому что сейчас такое время, зайдя в магазин, даже за продуктами, мы смотрим на состав, на качество, мы хотим натуральное, то, что мы будем, допустим, принимать вовнутрь и не опасаться, что там отравимся или еще что-то. Вот такая же история с парфюмом. Здесь этот парфюм безопасный, и плюс ко всему он очень... это действительно парфюм, он дневной больше, хотя можно и на вечер. Теперь от производителя давайте прочитаем, что здесь написано. От производителя, да? Описание, то есть Эспериде. Дерзкий и яркий аромат создает озорное настроение всегда и везде. Энергия цитрусовых ноток перекликается с романтикой ярких цветочных оттенков, а состояние влюбленности передает ваниль и белый персик. Ваниль, естественно, здесь есть. То есть, смотрите, вроде бы есть ваниль, да? Что это значит? Как бы сладость. Но эта сладость, она не душит. Вместе со сладостью я чувствую свежесть. Я, например, человек, который не любит сладкие ароматы, но мне этот аромат пришелся по душе. Посмотрите. Вот теперь я в подтверждение своих слов хочу показать вам мент. Вот мент – это голубая водичка, это свежесть. Я люблю свежесть. Вот вроде бы здесь есть ваниль, да, это вроде бы какой-то такой, есть такая ириска, сладость, да, но он мне пришелся по душе, потому что здесь есть и свежесть, и он подойдет, знаете, людям, которые любят и сладкие ароматы, и тем, кто любит свежие ароматы. Целевая аудитория, ну, наверное, до 35-40. И для тех, кто молод душой, как я. Мне, допустим, больше 40, но мне очень он понравился, поэтому я пользовалась им с удовольствием. И вот допользовалась до половины и буду дальше пользоваться. Больше я, наверное, буду пользоваться им в такое время лето-весна или лето-осень. Хотя зимой им тоже нужно, потому что в холодную зиму он вас окутает своим теплом, согреет в нем, потому что присутствует вот опять ириска, это ваниль. Дальше я чувствую, вот когда только открываешь, да, чувствуешь как бы и сладость, и свежесть. Цитрусовые ноты здесь есть обязательно. И здесь написано вот романтика, да, для таких молоденьких, таких юненьких девушек, девочек, стильных девочек. Но в то же время можно, я говорю, опять же, до 35, до 40 лет женщинам женственным, тем, кто молод душой, естественно. Все мы молоды душой, и нам, я так думаю, что всем он подойдет. Так, вы, если что, задавайте вопросы, хорошо? Вы меня слушаете внимательно? Теперь, смотрите, вот я не люблю, да, вроде бы как бы вот здесь вот есть сладость, да, присутствует ириска, но в то же время есть и свежесть, поэтому он подойдет и мне, и вот доказательство мент. Это такой, знаете, он такой дерзкий аромат. Вот сразу же, когда ты его открываешь, вот что-то из серии Adidas. Это однозначно свежесть. Давайте посмотрим, что же нам пишет компания BIC, как же она описывает этот аромат. Мент. Окунитесь в свежесть с туалетной водой из цитрусовых мотивов бергамота, мандарина и лимона, однозначно, которые сменяют мята и палисандр, а шлейф накрывает тропическим бризом тикового дерева, ветивера и бобов тонко. Ну, правильно. На мне, честно говоря, он раскрывается нежно раскрывается на мне. Вот у каждого человека, оказывается, кожа, она имеет, ну, разные какие-то... То есть
парфюм раскрывается на каждом по-разному, если говорить одним словом, да? И на мне он раскрывается какой-то сладостью, что ли, ну, я потому что все-таки уже мне за 40, и я более женственная, я не спортивный человек, и он, как-то я уловила, я с работы шла, я его активно им пользовалась, посмотрите, сколько уже ушло, я все лето им пользовалась, он мне очень нравился, потому что он свежий, он яркий, он такой дерзкий, он чуть-чуть колючий даже где-то, потому что в нем есть лимон. И особенно в холодное время он вам, ой, в теплое время он вам очень хорошо подойдет, в теплое время, когда жарко, он как-то, знаете, сбалансирует это все, и вам будет с ним уютно, я так думаю. Так, цена. Давайте о цене, да, поговорим. Цена этих парфюмов, вот что Мент, еще я сейчас второй вам покажу, вот именно Мент, сейчас по цене каталога 5390 тенге. Если вы приобретаете его со скидкой, то есть вы регистрируетесь к нам бесплатно, то он вам обойдется в 3611 тенге. Если я что-то говорю не, ну, в цифрах где-то ошибаюсь, вы меня можете поправить, написать. Хорошо, здесь есть моя команда. Вот. Второй парфюм это Rose. Да, перевод, да, роза. Что написано о нем в каталоге Rose? Сейчас давайте посмотрим. Так. Предайтесь нежности с интригующим аккордом листьев черной смородины и бергамота, окутывающим звучанием розы, иланг-иланг и слива, а также терпким шлейфом ванили и кедра. Так, сейчас еще раз посмотрим. Ваниль, сразу же я чувствую кедр. Да, он как бы вроде бы, да, и ванильный, в то же время, да, здесь есть тоже какая-то вот такая твердость, что ли. Но вот я им практически не пользовалась. Мы с ним как-то разразнились с этим ароматом. Не потому что, опять же, что он плохой, а просто, ну, как бы, не знаю, мне именно, может быть, с ним было не по пути, именно вот именно летом, ну, вот в то время, в которое я его купила. Может быть, ну, кто знает, может быть, еще я им, как бы, будет время и момент, когда он мне понравится. Сейчас пока вот, хотя, вот я отнесла на работу вот эти два парфюма, да, и я показала одной девушке, я говорю, как тебе этот? А, нет, еще один есть у меня, вот этот Джун. Вот это. Ну, сейчас я его выну из коробки, покажу, да? И она выбрала вот этот роуз. Опять же, говорит о том, что вкусы разные. Кому-то нравится одно, кому-то другое. К сестре пошла, нанесла этот мент. Она говорит, фу, что на тебе, допустим. Что такое, говорит, очень такое резкое. Я говорю, ты что, я от него кайфую. Я говорю, это же спортивный, такой свежий аромат. Сестре моей под 50, ей не понравился. Ну, я от него кайфовала, и вот вы видите, да? Роуз понравился девушке, которая вот, ну, у нас на работе, она прям все начала кайфовать от него, говорит, все, вот этот мне нравится. Подошла вторая и говорит, ой, что-то он вот здесь на экране, что повторное подключение, прямой эфир приостановлен. Как сейчас со связью? Ури, меня слышно? Ну, в общем, вроде бы как бы я уже в эфире. Смотрите, вот этот роуз, еще раз рассказываю, да? Привет. Он понравился девчонке, которая у меня на работе. Ну, он, знаете, звучит для меня, как сказать вам? Ну, наверное, чуть простовато. Ну, для меня лично. Ну, девчонка у нас на работе, я же говорю, что она прямо от него обалдела. Все отлично, ага. Я же говорю, пока вот мы с ним как-то не нашли общий язык, ну, еще посмотрим, что будет впереди, как будет, да? Далее. Вот они все, кстати, вот в такой длинненькой белой картонной упаковке.
Упаковка, она такая, знаете, не гладкая, такая чуть-чуть шероховатая. Достаточно такой дизайн, такой стильный, не дешевый. И его можно смело и предлагать, показывать. Теперь смотрите, Джун. Вот он, смотрите, какого цвета. Все они 30 миллилитров. Удобно носить в сумочке. Закрывается плотно. Прям защелкивается. Видите как? И поэтому он нигде у вас не нажмется и не напшикается у вас в сумочке. Его можно спокойно носить в сумочке. Это однозначно. Теперь смотрите. Этот аромат, он такой многогранный. Он, знаете, он звонкий. Он такой искрящийся. А давайте его посмотрим, что про него написано. Так, итак, Джун, да? Погрузитесь в мир блаженства с композицией свежих нот бергамота и мандарина. Вот понятно, почему он такой звонкий. Уходящих под волну из розы, персика и фрезии, которые оставляют отголосок глубоких оттенков пачули, ванили, кедра и сандала. Все понятно. Кедр, сандал обязательно. То есть его можно использовать, то есть, да, этот аромат подойдет как в дневное, так и в вечернее время. Обязательно вечернее он подойдет. Как, кстати, и этот тоже. Этот тоже подойдет вечернее. Если этот аромат больше был дневным, я же говорю, из серии что-то такого, знаете, Adidas, да? Это что-то спорт, это какая-то активность, это молодость, это какая-то вот дерзость, это жизнь, да? Это все так, энергия. Это то же самое, но аромат пачули, да, вот что-то в нем есть и такое переплетающееся такое в сладость, что-то, но не в такое, чтобы это было приторно, нет, абсолютно нет. Он такой яркий, он такой звонкий, искрящийся этот аромат. Он классный, честно, он просто классный, но не мой, не мой, честно. Хотя, можно его попробовать. Можно попробовать. Но мне кажется, мы с ним будем тоже вот. Он где-то там, я где-то здесь. Он на той стороне, да, берега, я на этом. Не знаю, посмотрим. Может, повзрослею или помолодею душой, и как-то мы с ним тоже подружимся. Не знаю, пока не знаю, ничего не могу сказать. Но он классный, он дерзкий, он такой. Для всех возрастов он подойдет, потому что он и как вечерний, так и дневной аромат, как и для, мне кажется, молодых девчонок, так и для взрослых абсолютно тоже подойдет. Он классный, да. И мне кажется, он очень стойкий. Да, он очень стойкий, я так думаю, и где-то будет держать, минимум 3-4 часа, это точно. Освежаться, естественно, нужно будет. Благо, что у нас они все хорошо защелкиваются, закрываются, и в сумочке спокойно можно их носить. Теперь я хочу приступить к самому такому, знаете, как к десерту, да, самое вкусное на потом. Я сегодня обалдела просто. Я, конечно, уже покупала ароматы от компании Джафры, да. Джафра – это американская компания, которая соединилась с нашей компанией BIC. И это меня так радует, потому что ассортимент увеличился, и мы можем выбирать что-то из органики и что-то из ароматов от компании Джафры. Посмотрите, какая красота. Это Naviga. Naviga Femme. Обратите внимание на упаковку. Это картонная упаковка, которая, естественно, была упакована в полиэтилен. Это стильная, такая, знаете, не кричащая, не вычурная упаковка с такими зелеными полосками, очень красивая, которая сразу цепляет взгляд. И давайте посмотрим, что внутри. Вы сейчас просто обалдеете. Посмотрите, какая красота. Посмотрите, какая красота.
Это и цвет, он все, он просто завораживает, вот этот цвет. Он и не зеленый, он и не желтый, это что-то среднее. Я просто обалдела. Очень устойчивый, то есть несмотря на вот эту да, изгиб, он ну, хорошо будет стоять на вашем туалетном столике. Это будет безусловно просто, безусловно будет украшение вашего туалетного столика. Открываем. Крышечка, ну, тоже, да, выполнена под стать, да, вот по изгибу тоже она такая неровная, да. Пульверизатор отлично просто работает, я его проверила. И я, девчонки, я просто обалдела. Я просто улетела в какой-то сказочный мир, в какие-то свои воспоминания. Где-то это была юность, это была любовь, это невинность, это невеста, это юность, это... Я не могу ничего даже сказать теперь. Это, короче, обалдеть, обалдеть просто, обалдеть. А давайте почитаем. Знаете, я где-то нашла отзыв на Виго. Давайте почитаем что о нем написано от производителя, да, на Виго. Смотрите. Так. Верхние ноты: бергамот, мандарин, ревень. Сердце аромата: груша, апельсин, орхидея, айва, жасмин, магнолия. Ну, посмотрите, ну вот невозможно не влюбиться в дизайн вот этого парфюма. Здесь у нас получается, сейчас я посмотрю, здесь у нас получается так, 50 миллилитров. Производитель у нас Мексика. На обратной стороне, то есть все прописано, да, на английском языке. Производитель Мексика. Так, нижние ноты: белый мускус, дубовый мох, сандал, да, мы сказали об этом. Ну, это что-то невероятное. И мне понравился, знаете, отзыв о нем. Для меня это, говорит, свежий зеленый аромат, который первыми нотами переносит в весну прохладу и какой-то уют. Но на самом деле это весна, прохлада и уют. Аромат ничуть не подвел мои ожидания, вот как и меня он не подвел мои ожидания. Он яркий, прохладный, зелено-цитрусовый. В нем присутствуют нотки фруктовые, задорные и игривые, но их не так много, как и цветочных. Флакон в точности передает настроение аромата как своим цветом, так и формой. Нежный, плавный, женственный. Я прям присоединяюсь вот к каждому этому слову. Я просто, это когда отзыв увидела, ощущение было, что это я писала. Хотя и насыщенный. Символизирует уступчивость. Его, говорит, мягкий флакон символизирует уступчивость и мягкий характер аромата, как бы намекая, что обладательница невероятно нежная и такая же женственная, способная иногда и прогнуться благодаря своей мягкости и доле невинности. Но на самом деле это просто что-то потрясающее. Я обалдела, я когда его нанесла, я просто улетела в какие-то свои фантазии, в какие-то свои грезы. Мне, знаете, и мне оттуда неохота было просто уходить, выходить. Потом он менялся со временем, он превращался во что-то в такое уютное, свое, поднимал мне настроение. И, честно говоря, именно этот аромат меня сподвигнул на сегодняшний прямой эфир. Я просто от него балдю. Целевая аудитория, наверное, тоже больше до 40 лет. Хотя тоже опять, если вы молоды душой, то вы можете в 80 им пользоваться. Он летний, он зеленый, он где-то прохладный. Его можно вот прям вот так вот нюхать, и он вам не надоест. Понимаете, он не душит, он не грубый, он не резкий, он не сладкий, он такой
посередине. Мне кажется, он подойдет очень многим. Но его где-то будет вам, если вы любите такие шлейфовые, такие, знаете, дерзкие, такие строгие, стильные ароматы, то его вам где-то будет не хватать его настойчивости. Вот. Мне кажется, вот это. Его нужно будет освежать. Он дневной, можно и вечернее время им воспользоваться и, например, пойти на свидание или куда-нибудь на ужин со своим любимым человеком. Ну вот где-то вот так. И еще знаете что? Что самое интересное? Может быть, я где-то вас расстрою, да? Он мне что-то напомнил. Какой-то аромат напомнил. И знаете, из какой компании? Из компании Mary Kay. Может быть, я вас расстрою, может быть, обрадую, но это мое чистое ощущение. Хотя я близко не знакома с этой компанией Mary Kay, я не знакома с этой компанией близко, я не знаю их ароматов, но когда-то в далеком-далеком прошлом, когда я была юная, я из компании Mary Kay, я помню, пользовалась, у них была такая синий такой парфюм, Белара. И вот когда я только сегодня его пшикнула, я вот и как будто вот что-то мне, вот эта Белара просто, вот знаете, в один миг перед моими глазами пронеслась со скоростью света, я что-то оттуда во что-то почуяла. Вот. Ну, это просто потрясно. Естественно, это не тот аромат, и он будет раскрываться по-другому, и он будет другой шлейф давать, и совсем это другой аромат, но это мое чистое ощущение, поэтому вот, ну, вот так. Просто обалдеть, и это просто красота, это любовь, это супер. Дальше. Готовьтесь, следующий аромат это Diamond, это просто супер. Что мне тут задают? Мужское есть цена почем? Мужского у меня нет сегодня в обзоре. Кстати, про цену, вот эту вот цену я вам не сказала. Так, Навига для нее она называется. Смотрите, цена, по которой я купила, это 1327 рублей. Если говорить нашими тенге, я перевела 7431 тенге. Угу, имейте в виду. Ну, это того стоит, и даже это... Наверное, эта цена, она маленькая для вот этого аромата. Это просто потряс. Ну, и это... Вот, честно говоря, вот эти два парфюма, которыми я буду пользоваться от души, я буду пользоваться с радостью, я, наверное, буду торопиться, когда же я встречусь с этим ароматом или с этим, знаете, когда произойдет мое слияние моей души просто вот с этим ароматом, во-первых, и со следующим я вам сейчас о нем расскажу. Курс кандай? Бестежит ма казыр? Я бестежита. Так, мужской есть цена почем? Нет, нету мужского. Класс, кто пишет, сколько мл. Вот здесь 50 мл, да, миллилитров. Здесь тоже 50 миллилитров. В следующем парфюме, о котором я вам буду рассказывать. Вот вы сейчас пока на него посмотрите. Какая супер вещь. Посмотрите, какой дизайн упаковки. Это не вычурно, это не дешево. Это такой минимализм, это стильно, да? И, честно говоря, любой человек обрадуется, приобретя, и просто вот, когда я взяла эту упаковку, я прям сразу поняла, что внутри непросто. Внутри там находится что-то очень суперское, яркое, стильное. И я не ошиблась. Давайте я вам расскажу о нем. Итак, посмотрите, какая просто супер упаковка. Посмотрите, какой дизайн флакончика. Это на самом деле бриллиант. Посмотрите. Смотрите, какая
Просто красота, это шик. Его очень удобно держать, да, в руке. Он очень хорошо закрывается. Он прям плотно закрывается. Он тоже не откроется в вашей сумочке. Но я просто хочу, чтобы вы обратили внимание на дизайн, на флакончик, на упаковку. Ну это же просто обалдеть. Это бриллиант, это россыпь каких-то бриллиантов. Посмотрите. Тоже никаких, знаете, шероховатостей, когда ты его держишь, никакого дискомфорта. Он вроде бы весь такой, да, вот углы-углы, но он очень приятно его держать в руке, на него смотреть приятно, его поставить на свой туалетный столик. Я уверена, что он будет постоянно, когда вы будете его проходить, цеплять ваш взгляд, и вы будете смотреть на него и радоваться. Потому что, ну, опять же, да, лично мое ощущение, я буду, наверное, все время ждать с ним встречи. Когда же я его нанесу и просто соединяясь с ним, я буду радоваться встрече, как говорится. Так, что-то у меня здесь произошло, подождите. Вы пока пишите мне, задавайте вопросы. Тоже напомнила, как называется. Санду, порошок туралы айтшы. Олар туралы айтамыз. Теперь смотрите. Diamond аромат для женщин. Он принадлежит группе шипровых. Выпущен в 2013 году. Давайте посмотрим. Ой, какая прелесть. Вот все, кто любит французские дорогие стильные ароматы, go сразу за этим парфюмом. Сразу же заказывайте. Французский, дорогой, яркий, стильный, красивый. Это дорогой аромат. Это дорогой аромат, это действительно бриллиант. Это Diamond. Он, знаете, он не резкий, он не жесткий, он не приторный, да? Вот он вроде бы шипровый, да, этот аромат? Он вроде бы шипровый, да? Мне шипровые обычно не нравились, но вот в случае с этим ароматом вот фруктовые его нотки сгладили его шипровость. Почему я говорю фруктовые его нотки? Давайте про него почитаем. Пирамидку про этот аромат почитаем, да? Так, а куда она делась? Сейчас, секунду. Это обалдеть просто супер. Это то, что я искала до этого все время. Смотрите, пирамида аромата. Зеленая груша, бергамот, лепестки цветка апельсина, мандарин. Сердце аромата абрикос, сгущенное молоко, имбирь, пачули, болгарская роза. Ноты базы. Амбра, сандал, пралине, кашмирское дерево, мускус, ваниль. Посмотрите, в нем сколько всего мягкого, да, такого вроде бы сгущенное молоко, имбирь, пачули. Но в то же время, да, он шипровый, как интересно. И я же говорю, что все вот это скрывает его, он не колючий, вот это вся, может быть, когда говоришь, что шипровый, он, то кажется, что он такой колючий, но вот эту колючесть сглаживает, вот эта его фруктовость, вот эта сладость, абрикос, и он получается, знаете, такой многогранный такой, звучит объемно, он такой богатый. Он шлейфовый однозначно. Он шлейфовый аромат. И вот это мой. Это однозначно мой шпривый. Шпривемес. Шипровый. Ароматтар туралы кішкене оқып біліп алу керек, қыздар. Я вот вообще, честно говоря, я же говорю, что я не такой рассказчик. Я не знаю, как я могу вам передать. Не смогла я передать свои ощущения, но я очень сильно хочу передать. Опять же, я вот, когда я его только нанесла,
опять же, вот все в голове закружилось, вспомнилось очень много, и самое главное, вспомнилось очень такое, знаете, яркие какие-то мои моменты, вспомнились мне моменты моего подъема в карьере, где я такая была вся молодая, динамичная, энергичная, стильная, красивая, понимаете? И вот сейчас я уверена, что когда я буду им пользоваться, я себя буду всегда чувствовать уверенно, стильно, богато, действительно бизнес-леди. Целевая аудитория, ну вот не буду говорить целевую аудиторию, потому что сегодня пришли ко мне домой девочки, ровесницы моей дочки, которой 11 лет. Я всем им дала понюхать эти два аромата. Девочек было дома, так, Аминка, Наргизка, Жасмин. Их 4 было, да? Двоим понравился этот аромат. 11 лет, обратите внимание. Двоим понравился этот аромат. Ну вот теперь и смотрите, да? Целевая аудитория. Я уже как бы рассказала, да, что это вот стильно, это модно, это сегодня, это, ну, это богато, это бизнес, это деньги. Но в то же время это вечернее платье, это каблуки, однозначно, потому что шлейфовый аромат. Вот действительно россыпь бриллиантов, ограненных цветочно-фруктовыми нотками. Вот. Это просто супер, обалдеть. Девочки, вот на этом рассказала, да? Рассказала я про все ароматы. На этом как бы сегодняшний обзор тех ароматов, тех парфюмов, которые у меня есть, заканчивается. Из всего я хочу сказать, что однозначно буду пользоваться Навиго. Однозначно день. Diamond, он подойдет на любое время года, на любое. Если этот где-то лето, весна, потому что это прохлада, зелень, свежесть, да. Хотя, знаете, вот на любителя, кто, когда, куда и хочет, мы не можем запретить, да. То это, мне кажется, это на любой сезон, на любой, и на зиму, и на лето, это лето, когда это вечером прохладно, когда ты идешь куда-нибудь, либо на свидание, либо с любимым, либо на бизнес-встречу, вот он подойдет, он, мне кажется, в любое время подойдет, да? Вот это тоже мой аромат, это однозначно. Ну, вы видите, да, что половина нет. Я его прям обожаю, хотя он такой, знаете, он такой искристый, колючий, он такой дерзкий, яркий, такой, ой, ну, это мое. Я с ним чувствую себя уверенно, однозначно, я с ним сливаюсь, я его иногда не замечаю, хотя другие замечают, да, но я его не замечаю, значит, это, ну, не поэтому это мое, а просто это мое, я его люблю. Дальше, этот аромат тоже я люблю, тоже половинку я закончила, это тоже мое. Я вот люблю и свежесть, да, и сладость как будто бы, да, ну, потому что это не прям такая сладость, которая тебя задушит и все, и ты прям вообще выдохнешься вся. Нет, это тоже и свежесть, и сладость в одном флакончике. Вот поэтому тоже он мне приглянулся, и на туалетном столике он очень выглядит красиво, как и на туалетном столике, так и в моей душе. Это то же самое. То есть вот эти 4 аромата, это мое. Я их полюбила. Вот с этими как-то я еще подумаю. С этими я еще подумаю. Ну, не знаю. Они у меня есть, поэтому, наверное, иногда буду пытаться с ними подружиться. Ну, посмотрим, как получится. Наверное, все будет зависеть от моего настроения. Вот. Будут они у меня в качестве пробников. Я их буду показывать. И я уверена однозначно, что на них найдутся свои поклонники. И, наверное, на них я буду, ну, в качестве как бы пробников использовать. Вот. Будут заказы. Буду показывать и собирать заказы. Продавать тоже нужно уметь. Так, теперь, Багаса, Diamond. Я не сказала, да, Diamond, сколько стоит? Ой, мамочки. Diamond стоит, так, стоит Diamond 8
1176 тенге. В рублях это стоит 1460 рублей. Это наша цена. Если будете продавать, то это будет 10 874 тенге. То есть это для тех, кто не зарегистрирован в нашу компанию. Это для них цена 10 874. Если вы зарегистрируетесь бесплатно в нашу компанию, то для вас будет цена 8176 тенге. Вот. Я надеюсь, что я смогла передать все свои чувства и эмоции по поводу этих парфюмов. Опять же, прошу прощения, если я где-то что-то выразилась на русском языке неправильно, но я очень-очень старалась донести свои эмоции. Так как я казахоязычный человек, мне легче изъясняться, доносить на казахском, но сегодня я считаю, что я, наверное, с задачей справилась на 60%. Поэтому спасибо большое за то, что вы меня смотрели. Так, бағасы кабинетте бар. Задавайте вопросы. Сіз мықты сатушысыз. Рахмет. Джафры есть еще аромат. Из Джафры есть еще ароматы? Из Джафры ароматов очень много. Вы знаете, я их на бум заказывала. Вот я просто смотрела на упаковку и заказывала, и все. У меня не было ни пробников на эти ароматы. Вот именно на эти ароматы у меня не было пробников. Я их просто, знаете, вот пальцем в небо. Я просто заказываю, и все. Потому что для бизнеса, вот честно скажу, вот кто-то здесь мне сказал, что я супер продавец, да? Вот чтобы продавать именно парфюмы, вам нужна полная версия. Если вы возьмете вот этот маленький пробничек и будете его давать, я вот не уверена на 100%, что вы сможете сделать продажу. Когда у вас будут полные версии, вот некоторые люди говорят: ой, я куплю, а вдруг он мне не понравится, ну и что? Зато вы соберете на него заказ. Вот смотрите, у меня столько ароматов, я не переживала по поводу того, что они мне не понравятся. Ну, пожалуйста, но они понравятся кому-то другому, потому что показать парфюм вот так, это ощущение совсем другое. Показать его так, рассказать, дать, попшикать, поддержать, понимаете, это совсем другое ощущение. В пробнике он не почувствует всего того, чтобы он почувствовал, когда у него в руке будет этот флакончик сидеть. Понимаете? Поэтому обязательно берите полные версии, если вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал, и вы смогли стать супер просто продавцом. Продавцом можно быть косвенным, не обязательно прям прямым: иди, покупай и продавай. Нет, у вас будут эти полные версии, вы покажете даже вот просто через Инстаграм, через свою социальную сеть, да, и у вас будет продажа. Ее лучше показать вот так. Понимаете, девочки? Поэтому, понимаете, да, команда моя уважаемая? Поэтому покупайте сразу же полные версии. Мы же пришли на бизнес. В основном мы же пришли на бизнес, поэтому полные версии парфюмов вам необходимы. Хорошо? Так, правильно. Вы, главное, делаете, заказываете, рассказываете, действуйте. Да, я тоже присоединяюсь к этим словам. Вот я же сказала, что эти два аромата, там 7-8, да, они мне вроде бы так бы, но я же не расстраиваюсь. Я уверена, что на них найдутся свои покупатели, и у меня, естественно, будет продажа. Понимаете? Если мне не нравится, допустим, Филипп Киркоров, а мне нравится Алла Пугачева, это не значит, что Алла Пугачева понравится всем. Она кому-то тоже не нравится. То же самое и с ароматами. Понимаете? Кому-то нравится Киркоров, кому-то Алла Пугачева. С ароматами то же самое. Мне не нравится, если, допустим, да, хотя это тоже классный аромат, кому-то он понравится настолько, что он скажет: ты что, обалдела, что ли? Это просто невероятно, это супер, шикарно, это шедеврально. Как он тебе не понравился, понимаете? Вот, смотрите, как он классно закрываются наши ароматы все. Супер, просто упаковка, обалдеть. Классная упаковка. Это минимализм, да? Это стильно, это богато, это красиво. Посмотрите, какие упаковочки. Просто потряс. Так, вопросы есть? Здравствуйте. Кто-то мне тут написал, чтобы я провела на казахском языке
Казахша. Ну вот, неужели было чуть-чуть непонятно? Қыздар, түсініксіздеу болды ма сіздерге? Қазақшада өткізуге болады, бірақ бар ғой. Қазақшада өткізуге болады, бірақ мен енді өзімнің прямой эфирім арқылы, инстаграм арқылы мен үлкен аудиторияны қамтығым келеді. Сол үшін мен орысша бәріне түсінікті қылып өткізгім келді бүгін. Наша продукция самая лучшая, обязательно. Жоқ, түсінікті, очень интересный эфир, рахмет. Большое вам спасибо. И еще, смотрите, это было про парфюмы. Сразу, да, пользуясь случаем, хочу показать вот крем, который я сегодня купила, второй крем. Это крем, так, вокруг глаз. Вот этот у меня уже заканчивается. Я купила сегодня, то есть заказала и получила сегодня второй. Вот он, второй крем. На 98,9% натуральный. То есть вы смотрите обзор по натуральной органической косметике. Скажу вам сейчас, что это. Это крем-гель для век с гиалуроновой кислотой. Здесь 15 мл. Стоит он 666 рублей. Это наша цена, ну в тенге, да, переведете. И ну, он мне настолько понравился, что я заказала себе второй, точно такой же крем. Точно такой же. И вообще такой продукции у меня много, которые заканчиваются периодически. И я их постоянно обновляю, покупаю. Допустим, вот эту сыворотку я уже второй или третий раз заказываю. Но она мне очень нравится. Потом, естественно, это наши зубные пасты. Это визитная карточка компании BIC. Это зубные пасты, которые не содержат в себе химии. Они органические, они натуральные. Они не сильно пенятся. В нем нету дешевого пенообразователя. И за счет этого он сильно не пенится. Выглядят они вот так. То есть для всей семьи они, этот отбеливающий, это обычная зубная паста, которой можно пользоваться и днем, и ночью, и несколько раз в день. Это имеет отбеливающий эффект. И вот пасты у меня заканчиваются. Видите, они такие худенькие. Я их всех вышила уже. Мы их, знаете, как делаем? Мы их вот так вот открываем, еще вот так вот. Вот так давим. И вот тут раз вот закончилась у меня паста. У меня ребенок другой пастой не умеет, не хочет, не может пользоваться, плачет. Дочка моя Аминка. Мы что сделали? Мы еще ее вот так вот порезали. Вот этот кончик срезали, еще туда зубной пастой залезли. А что добро пропадать? Все остатки, в общем, даже до остатков добрались. И сегодня я так рада, что пришли мои пасты. Свободно будем их вовсю использовать. Просто обожаю нашу продукцию, нашу компанию. А сегодняшний обзор был об парфюмах. Если вам понравилось, то пишите отзывы. Так, я его тоже заказала. Скоро придет. Офигенный, все хвалят. А что ты заказала? 100% Керемет. Так, кому как... Так, посмотрю еще раз. Если честно, мне никакие ароматы не понравились. Понятно, может быть такое. А какие вы заказывали? Вы, значит, еще не нашли свои. Нужно дальше заказывать. Наша продукция самая лучшая, естественно. Поэтому заказывайте, как говорится, до потери пульса, пока вы не найдете свой аромат. А еще кто что заметил? Кто что заметил? Это позолоченная цепочка от компании BIC. Это наше ювелирное изделие. Вот посмотрите на мою цепочку. Она похожа на золотую? Говорите, первая помощь. Мои тоже любят зубную пасту. Зубная паста супер. После нее тогда с другими неохота пользоваться. Да, другими неохота пользоваться. А цепочку, посмотрите, обратите внимание на мою цепочку. Она позолоченная, но она не облазит. Вот я почему ее приобрела? Потому что я где-то отзыв в наших где-то чатах в российских прочитала, что
она не облазит, и девушка говорит, я 2 года ношу, и в баню ходила, и в сауну, и в парилку заходила, и ничего с ней не произошло. Поэтому я приобрела эту цепочку. Она мне очень понравилась, она мне очень нравится. Ну и никто не скажет, что это не золото. Так, да, похоже, я заметила с гиалуроновой крем, который вы показывали, что я уже про него рассказала. 4 карата золота есть, 4 карат, 4 карат. Бриллиант, цепочка, да, правильно. Все правильно, девочки, пишите. Задавайте вопросы, если есть вопросы. Я не знаю, сколько у меня времени осталось. Дожмем, наверное, до часу. В YouTube тоже выложу отзывы об парфюмах. Естественно, я где-то что-то уберу, все ненужное. Классная цепочка. Угу. Пишите вопросы, если есть вопросы. Я пока посижу, поотдыхаю и опять понаслаждаюсь ароматами. Я тоже заказала цепочку. Молодец. Молодец, Гульмира, умница. Так, Навига. Ой, просто обалдеть. Может быть, у вас есть другие какие-то вопросы ко мне, не только по теме парфюмов. Давайте поговорим. Я могу поговорить с вами на любую тему, на любую. Даже можно не по парфюму, не про бизнес, просто можем поговорить по душам, о жизни. На любую тему могу поддержать вас. Сәлеметсіз бе, Сандуғаш ханым, сәлеметсіз бе? Очень красивая цепочка, рахмет. Поэтому пишите вопросы, какие у вас есть вопросы. Вот воспользуйтесь мной. И я постараюсь вам ответить. Керемет, рахмет сізге, мен новичокпын. Өте қуаныштымын, Самал. Қалыңыз қалай? Қай жердікі сіз? Холодный запах ПВ. Түсінбедім. Холодный запах па. Я, холодный. Вот прохладный, зелень, утро, нежность, женственность. Вот. Ой, ну это просто обалдеть. Керемет. Да, вот этот вот прохладный однозначно. Прохладный однозначно. Прохладный однозначно. Тоже есть в нем. Как и прохлада, так и такая вот ваниль тоже есть в нем. Талдықорған өте қуаныштымын. Менің аталарым негізі Талдықорғандікі. Керемет, рахмет, так, оны оқыдық. Так, ну енді мен ойлаймын, сіздердің сұрақтарыңыз жоқ сияқты. Олай болса мен енді закругляться етейін, иә? Рұқсат берсеңіздер, жазыңыздар, сұрақ болмаса. Еще подожду минутку, и сонымен я закругляюсь, сұрақтарыңыз болмаса. Сіздердің уақыттарыңызды алмай қояйын, кешкі уақыт болды. Жату керек сіздерге, ертеңгі күнге дайындалу керек. Бизнес-партнерларды шақыру керек ертеңгі күнге, солай ғой, иә? Так, если молчит команда, все как будто спят, что делать, я как будто одна работаю. Это вопрос, да? Если молчит команда. Все как будто спят. Что делать? Я как будто одна работаю. Никакой отдачи. Алюша, это ты, по-моему. Сәлеметсіз бе? Қалай келдіңіз бе сиге? Осы екі сұраққа жауап берейін. Смотри, Алюша, если тебе кажется, что они как будто спят и никакой нет отдачи, наверное, все-таки в такой момент мы ждем эту отдачу, а ее нет. Ее просто не надо ждать, эту отдачу. Нужно просто, вот как сказать, ну, может быть, это будет легко сказать, да, но нужно просто другими людьми обрастать. Потому что когда мы начинаем концентрироваться на нижестоящих,